здесь маршируют на плацу, занимаются скалолазанием и единоборствами. Девочки любят уроки хореографии, а мальчики мечтают стать военными. Кадетские классы появились в средних школах номер 13 и 57 всего 3 года назад. При поддержке общественного фонда Жан Досым необычные группы набрали детей из многодетных семей, ребят с хорошей физической подготовкой и успехами в учебе. Основной проект нашего фонда – это кадетский класс. Кадетские классы мы реализуем в 2 школах города Астаны. Это в 13-й школе и в 57-й школе. Сейчас мы обучаем 100 кадетов. В каждой школе по 2 класса. Это 7 класс и 8 класс. Цель нашего проекта – это дать хорошее образование детям, воспитание, патриотическое воспитание, ну и дисциплина. У нас учатся дети из многодетных семей, из неполных семей. Дети учатся, у нас есть 15% где-то, это дети с хорошими оценками. Теперь в кадетские ряды остальные школьники могут попасть с 7 класса. В выпускных 10-11 классах появятся новые предметы – военная робототехника и автодело. А в конце обучения ребята сдадут экзамены по единоборствам и получат спортивные разряды. В неделю 3 раза кадеты, согласно расписанию занятий дополнительных, они занимаются единоборствами. В нашем случае это армейский рукопашный бой или боевое самбо. Ребята занимаются уже 1,5 года. Как я уже недавно сказал, что ребята уже вышли на чемпионаты республики по единоборствам. После 11 класса, ну, считайте, за 1,5 года они вот достигли того, что уже выходят на клубные чемпионаты. После 11 класса они будут сдавать квалификационные экзамены на получение разрядов. Соответственно, с участием тренеров, с участием Федерации рукопашного боя, им будет присваиваться, в зависимости от того, как они сдадут эти квалификационные экзамены, в соответствии с предъявляемыми им требованиями, они будут получать на выпускном своем вечере не только аттестат, но и корочку о присвоении спортивного разряда. С утра это обычные школьники, после обеда – кадеты. Они изучают основы военного дела, сходятся в рукопашной, разбирают и собирают автомат. Кадеты, в отличие от обычных классов, кадетские классы, они приходят в 8 утра в школу, после уроков у них обед горячий, после обеда за них берутся инструктора, тренеры, военрук. У них начинаются занятия по строевой подготовке, по огневой подготовке, по тактической подготовке, хореография, единоборство, целый комплекс сопровождения. Благодаря кадетскому классу за 2 года я выступала со своей речью перед Иригой Назарбаевой, получила повышение, самое высокое звание среди кадетов. Это сержант роты. Для ребят оборудовали свой спортивный комплекс. Он занял цокольный этаж школы и объединил стрелковый тир, зал бокса, профессиональный ринг, тренировочные и хореографические залы, раздевалки и душевые. Они носят, в отличие от обычных учащихся, строго военную форму. Обеспечены они, благодаря нашим спонсорам, общественному фонду Жан Досым, парадным обмундированием, обеспечены полевым обмундированием, повседневным обмундированием, зимним обмундированием. Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, два, три! Мен балам осы кадет сыныбына келгелі, После того, как сын поступил в кадетский класс, он стал ответственным, подтянулся в учебе, уверенно держится среди чужих. Планирует выучиться, получить профессию, стать личностью и стать нужным своей родине. Благодаря дополнительной программе выпускники кадетских классов могут поступить в любой профильный вуз страны, а в дальнейшем выбрать профессию в госорганах и специализированных военных структурах. Когда будут они, пойдут ли служить в армию, либо будут поступать, естественно, они будут на голову выше стоять других. Потому что сегодня наши вооруженные силы, наши высшие военные учебные заведения нуждаются в таких крепких, способных, я бы сказал, боеспособных абитуриентах, курсантах, из которых потом уже можно подготовить настоящего боевого офицера для наших вооруженных сил. Военно-спортивная школа уже бренд. Общественный фонд Жан Досым прикладывает максимум усилий,
чтобы преобразовать окраинные школы в узнаваемые и востребованные учебные заведения. И упорство вознаграждается уже сегодня. Дисциплина улучшилась, а подростковых хулиганов в районе почти не стало. За 1,5 года внедрения данного проекта кадеты сегодня достигли колоссальных успехов. Мы изначально запланировали этот проект для профилактики правонарушений, поскольку район, сами знаете, окраина города, отсутствие инфраструктуры для занятости детей. Но на сегодняшний день по нашей школе конкретно 0%. То есть ни один учащийся на сегодняшний день не состоит на учете. В период открытия классов кадетских наша статистика по правонарушениям очень сильно изменилась, так как остальные учащиеся проявили желание поступить в эти классы и всячески стараются вести себя очень, можно сказать, хорошо. Дети себя ведут примерно, прилежно, стараясь подражать кадетским классам учащихся. Хорошие у нас очень жесткие требования по учебной программе. Им приходится хорошо учиться, потому что идет отбор у нас кадетов. И, конечно же, они уже понимают, участвуя во всех этих мероприятиях, чувство патриотизма у них хорошо развивается. И наши родители в этом очень заинтересованы, потому что они видят положительный результат детей. В характере, допустим, моей дочери я увидела сразу, это взаимовыручка. Они переживают друг за друга. У них стал более дружным класс. Они стали заинтересованы вместе проводить время. То есть жизнь, так скажем, стала более наполненной, более интересной. Появились новые задачи, новые цели. Наш класс, он очень дружный. Можно сказать, что мы как бы уже все за 2 года сроднились. Мы друг друга хорошо понимаем. Все вот эти вот... Мы вместе переживаем, как сказать, и были проигрыши у нас, конечно, да, неудачи. Мы также их пережили вместе. И были большие победы. Команда фонда Жан Досым старается сделать так, чтобы благотворительность стала частью повседневной жизни и прикладывает к этому максимум усилий. В других районах открыть кадетские классы – это район Учхоза и Кюгенжар. В Учхозе 1 класс будет, русский класс, и в Кюгенжар 1 класс, полный казахский класс будет, кадетский класс.